Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. День и час, который изменит вашу жизнь к лучшему. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою мечту, на свое желание. И давайте посмотрим, когда же это все хорошее, доброе в вашей жизни случится. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, как вам не просто все в жизни дается. Нету вот этого блюдечка, да, с голубой каемочкой, на котором все там везде выложено, положено, наложено. Нет, такого нет в вашей жизни. За все нужно бороться, все нужно отстаивать, кому-то что-то доказывать. Да, ни дня без боя, вот так хочется сказать. Прям тяжело, тяжело. Какая-то еще конкуренция здесь нездоровая просматривается. Угу. Так, ну, желания у вас хорошие, очень позитивные, очень добрые у вас желания, мечты очень хорошие. Вот. Вижу, что кто-то прям уже даже надежду потерял, что в жизни будут улучшения, изменения, какие-то перспективы. Кажется, что нет, все. Попала я в болото, в болоте и пропаду, да, сгину. Но вы ошибаетесь. Вам судьба подкинет не один сюрприз, не один. Здесь вот прям несколько вижу. И все такие прям крупные, значимые, очень яркие, пробивные. Угу. Ну вот смотрите, нижняя зона — это вы сейчас. Здесь просто какой-то ужас. А верхняя зона, вот это ваше будущее и что в будущем будет происходить. Очень красиво, очень четко нам показали. Так, ну давайте пойдем по порядку. В сегодняшнем дне вижу, что у многих вопрос неверие, безверие и даже опустошение. Да, вот ничего не происходит. Вы тут горбатитесь, вы тут трудитесь, стараетесь, живете по всем правилам и законам, ничего нигде не нарушаете, никого не трогаете, никому не мешаете. А при этом, ну, отдача, ну, просто не то чтобы нулевая, никакая, минусовая даже у кого-то отдача идет. Так, почему сейчас не происходит улучшений? Но вы видите, на скелетик похоже. Человечка один скелетик остался. Ни жиринки, ничего на вас нет. Вас вот как по кусочкам растаскивают. Тут и тройка у вас по рукам, по ногам. Какая-то пиявка вот к ноге присосалась. И здесь какие-то абьюзеры тоже тащат с вас. Да, и буковку «Л» в руках вы держите. Но вы знаете, вы очень тратитесь на тех, кого вы любите, на тех, кого вы не можете оставить. Вам кажется, что вы не можете оставить. А люди неблагодарные, люди этим пользуются. Люди прям последние у вас не то чтобы забирают, отрывают, прям с кровью отрывают. Как-то вы дали слабину в свое время. Из вас тащат, понимаете, энергию тащат, и удачу вашу тащат, и ваши возможности. Просто вот как человека распяли, да, и каждый с него пытается урвать. Это ваша ситуация. Это неправильно, так не должно быть. Да, быть добрым, благородным человеком, дружелюбным — это хорошо, это очень хорошо, но не до такой степени. У вас тут перебор пошел. Вы себя как на потребу отдали. Так не должно быть. Не должно. С вами сейчас хорошего не происходит, потому что все хорошее вы передаете другим людям.
А здесь вот и просят, а здесь вот и намекают, а здесь просто нагло отбирают. Вот так у вас в жизни. Это как-то исторически у вас сложилось. Это не первый день. Вы в таком формате уже живете несколько лет, а кто-то даже десятилетия живет. Вот как приручили людей, да, вернее, не приручили, приучили, да, с вас брать. Что с вас брать можно, а вам взамен ничего давать не нужно. Поэтому это происходит. Видите, над вами два ангела. Один побольше, другой поменьше. Высшие силы вас любят. И ангел-хранитель у вас хороший. Но они же не могут вам запретить себя раздавать. Да? Вы же это делаете сами сознательно. Здесь нужно пересмотреть свое отношение и поведение. Больше, наверное, о себе заботиться, думать о себе, о своих радостях, о своих удовольствиях. Да, вы можете помогать другим людям, но уменьшите дозу вашей помощи. Тут нужно прям половинить, а то и больше. Но хотя бы попробуйте пополовинить вот для начала. Поверьте, у вас энергетика появится, у вас пойдет прилив сил, и удачи и везения в вашей жизни станет гораздо больше, в разы больше станет. Плюс вот эта пиявка, ну, мне совершенно не нравится. Смотрите, какая она толстая, давно с вас пьет. Кто-то явно общается с энергетическим вампиром, вот человек просто энергетику всю вашу высасывает. А у кого-то отыграется, кто-то прям паразитирует на вас. То есть вы, возможно, даже кого-то содержите. Да? Человек здоровый, как взрослый, да, может идти и сам что-то делать, но ну зачем же, да, если есть вы, можно тянуть, сосать с вас. Вообще все неправильно. Неправильно. Здесь еще какая-то женщина вышла, то ли с собакой, то ли с кошкой. Она женщина одинокая, но живет с каким-то животным. Кошка либо собака. Я вам по этой фигурке не скажу, потому что и так похоже. Вот. От этой женщины очень много неприятного, негативного воздействия идет на вас. Прям, знаете, как посыл. Она вас ненавидит. Ненавидит, и вот каждый день она с ненавистью думает о вас, и вы прям улавливаете этот негатив. Кто эта женщина вам, я, к сожалению, сказать не могу. Но вот отличить, прям показали, да, что у нее животное есть, либо кошка, либо собака. Очень нехорошая женщина. От этой женщины нужно держаться, во-первых, подальше, во-вторых, защиту поставить себе, чтобы она вот этим своим негативом вам не засоряла информационное поле. Потому что портит. Очень даже портит. Так, а здесь какая-то болька, которую вы до сих пор не смогли пережить. Болька либо от предательства, либо от потери даже, возможно. Человек предал, отвернулся, пятую точку показал. Вы-то человеку сердце, да, давали, а он вам, значит, попу. И то не дал, а показал. Вот. А у кого-то отыграется, что человека потеряли, сейчас нету рядом с вами, в вашем пространстве не присутствует. И вы никак принять этого не можете, смириться с этой ситуацией не можете. Тоже очень сильный отток идет здесь, прям чувствуется. И здесь вот прям на здоровье бьет. Душевное здоровье напрочь подорвано, физическое на изломе. Да. Но эта ситуация вам была судьбоносной. Вот ее нельзя было никаким образом избежать. И она и так бы произошла, понимаете? Другое дело ваша реакция на эту ситуацию. Очень такая болезненная реакция у вас тут просматривается. Смотрите, то, что было, уже назад не отмотаешь, не вернешь. Переделать, переиграть — это в принципе невозможно. Что вы можете сделать, это просто принять и научиться с этим жить. Вот чем быстрее вы это сделаете, тем вам будет и легче, и проще. А вас никто не бросает, вас никто не оставляет. Высшие, вот они, кружат над вами, пытаются посылать вам тут какие-то сигналы и знаки, которые вы просто игнорите и скипаете. Вот. Что еще для вас сделать? Вижу, что высшие вот человечка какого-то к вам зашлют, пришлют. Человечек старше вас по возрасту, либо по годам, либо ментально. Очень мудрый человек идет.
Человек, который будет предлагать вам какие-то варианты и открывать перед вами двери. 2 двери я вижу, 2 варианта, 2 двери. Будет перед вами прям открывать и говорит: смотри, вот хочешь сюда, хочешь вот сюда, здесь так, здесь вот так. Все будет вам объяснять. Как будто бы рядом с вами будет находиться. Как сопровождать вас, водить, не знаю, поддерживать. Это будет. Это тоже от высших сил этот человек придет. Смотрите, у кого-то еще и как интуиция, либо какая-то ваша сильная скрытая способность проявится. Потому что здесь у нас маленький месяц вышел. Но это все-таки про интуицию. Интуицию, ощущения, сны. Ну, какая-то даже экстрасенсорика может отыграться. Это будет. Это тоже от высших сил, как помощь, как поддержка вам. Но вот этих паразитов всех, абьюзеров, тех, кто с вас тянет, вы должны разогнать сами. Чем раньше вы их разгоните, тем будет лучше. По вашей энергетике пиковое время у вас летом происходит. Вот начало лета и до конца лета. Это самое оптимальное время для вас, для исполнения ваших желаний и всех ваших хотелок. Именно летом у вас идет. Вот когда уже тепло, когда все зеленое, там, цветущее, пахучее. У вас как открывается портал для того, чтобы и мечты исполнить, и жизнь свою поменять. Если вы пропустите этот портал, следующий откроется еще не скоро. Поэтому, мои хорошие, делайте, что хотите, очищайте свое пространство, избавляйтесь от этого всего абьюза, от этих всех содержантов, содержанток и начинайте жить для себя. Иначе просто отберут, даже и не спросят. Мнением вашим точно никто интересоваться не будет. Они привыкли за ваш счет. Кстати, кого-то на работе очень дико эксплуатируют, запугивают, что вы, дескать, никому не нужны, что вас там могут в любой момент турнуть. Ну, типа, сиди, работай, да, молчи себе в тряпочку. Но это неправильно, это несправедливо. И для вас не будет проблемой найти себе новую работу, причем более высокооплачиваемую, и там, где будет не только денежка, но и уважение. Вы как будто бы сами вот себе такую, как у рабов, да, эту цепь повесили на шею и отдали хозяину, говорите: ну все, гоняй меня, я буду на тебя работать. Угу. У вас, кстати, очень сильный тут скрытый потенциал заложен. Род очень непростой у вас был. Генетика очень сильная. Люди непростые. Знаете, вот люди, которые умели работать и которые всегда добивались каких-то прям высот, уважения, высот, денег, реализации полной. Вот в роду такие люди были. Вот кто женщины смотрит меня, вы знаете, у вас мужской характер, мужской, но вы только частью пользуетесь своего характера, вот именно выносливостью. А вот мужское достоинство, гордость вы как-то обходите стороной. Вспомните, чья вы дочь, чья вы внучка, чья вы правнучка. За вами сила рода стоит, поверьте. У вас очень крутой потенциал. Вы в жизни можете всего добиться. И неважно, сколько вам лет. Вы как будто бы спите, понимаете? Вам нужно проснуться. Проснуться и действовать. Не бояться и оглядываться по сторонам, жить в маленьком коконе, а проснуться, выйти на Божий свет, себя показать и идти. Идти вперед к своей цели, к своей мечте. Лето. Время лето. Именно лето. День у вас идет то ли шестерка, то ли девятка. Может быть 6 часов там, утра, 6 часов вечера, 9 часов утра, 9 часов вечера. Может быть число, да, 6 либо 9. Но вы все разные, отсыпка у нас общая, но ориентируйтесь именно на летний период времени. И вот запомните, 6 и 9. Очень удачное время для вас, очень удачные дни. И тут все вам как будто бы благоволит, да, и сверху, и по сторонам, и снизу, вот все как бы для вас идет.
До наступления лета у вас есть в запасе время для того, чтобы почистить свое пространство, навести порядок в своем окружении. Без этого никак. Вот высшие что могут для вас делают. Даже вот направили на мою отсыпку вас. Но чистить свое окружение вы должны сами. Сами. И чем жестче, тем будет лучше. Очень много каких-то абсолютно ненужных людей и очень много затратных действий от вас. Да? Вот это нужно все убирать, пересматривать, убирать, не знаю, рассчитывать, пересчитывать, продумывать. Это все на вашей совести. Время еще есть, поэтому постарайтесь чистить пространство и уже как бы летом идти к своему исполнению. Так, что же ждет вас? Что же ждет? Какие мечты, желания исполнятся? Ну, давайте начнем с этой фигурки. Здесь у меня человек в руках держит, ну, просто какой-то аленький цветочек. Что-то невероятное и очень диковинное. Либо необычный цветок, да, либо какой-то необычный, не знаю, фрукт. Фрукт какой-то необычный. Человек своим очень тяжелым, кропотливым трудом. Тут прям нам четко показали ноги. Видите, большие такие ноги, ступни особенно вот огромные по соотношению к голове. То есть человек очень много протоптал дорожек, да, очень много труда вложил для того, чтобы этот цветочек вырастить. То есть это работа, это бизнес, это результаты вашего труда, тяжелого, кропотливого труда. Ваши результаты превзойдут все ваши самые смелые ожидания. Ну, например, вы хотели, ну, я не знаю, вырастить сад, да, вы хотели там собрать урожай. Вы там прикинули, да, столько-то там у меня должно получиться. А получите там в 5-10 раз больше, чем вы планировали. Кто-то бизнес начал, да, какое-то маленькое свое дело. Вот, и думает, ой, ну пусть там у меня будет сумма там в 1000, да, каждый месяц. Ну, это так утрированно, пример. А сумма у вас будет не 1000, а, например, там 10 тысяч, у кого-то и 100 тысяч. Понимаете, вот сверх результат идет. Кто-то хотел на работу устроиться. Вот ходил человек и думал, лишь бы куда меня взяли, да, на любое место, на что угодно я согласен. А вас возьмут на очень хорошую должность, где вы не только заработаете, но и по карьере, по социальной лестнице продвинетесь. Так идет. Кстати, по этому знаку очень часто даже люди получают в свои руки какую-то власть. То есть, возможно, вы даже какой-то чин получите, должность такую, которая предполагает широкие полномочия, да. Вот, запросто. Это очень хороший знак. Сверхрезультат. Вас ждет сверхрезультат. Опираться вы будете, либо вам будут помогать еще каких-то 2 человека. 2. Вот они как бы за вами, за вами, как на подхвате у вас находятся. Может быть, они уже и есть в вашем пространстве. Может быть, в будущем вот как раз вы будете нуждаться в расширении там, не знаю, штата, в поддержке, в помощниках. Они у вас обязательно будут. Хорошие люди, младше, чем вы по возрасту, очень такие шустрые, бойкие и честные люди. Вот именно честные. Как вы, как кристаллы. Так, следующий момент. Здесь у меня семья. Семья и крыша над головой. Для кого-то важно, да, вот вы в семье, у вас есть муж, у вас есть дети, но вот нет своего собственного дома, нет крыши над головой. Вы вынуждены быть в примах, либо скитаться по арендованным всяким жилищам, и вы чувствуете себя очень плохо, очень плохо. Вот крыша, видите, пусть небольшая, но над головой появляется. Мне очень нравится, что показали, что крыша будет расширяться. То есть на ближайшее время, на летнее время, да, вы обретаете свою крышу над головой, пусть это будет что-то небольшое, но очень уютное. Но со временем эта крыша будет расширяться. Возможно, вы будете там обмены совершать, там, сделки купли-продажи, да? То есть какими-то путями, манипуляциями вы выйдете именно на то пространство и на тот дом, ну, как принято говорить, дом моей мечты, да? Жилище моей мечты. Это у вас будет обязательно. Мужчины и женщины, кто мечтал о семье, о своей второй половиночке,
о создании крепких отношений. Вы летом либо оформите уже свои отношения, либо вы летом познакомитесь с человеком, с кем у вас будет официальный брак и действительно семья. Так, с левой стороны вот неожиданные моменты. Но здесь кто-то вернется. Вернется человек, кто в вашей голове, кто в вашем сердце. Человек вернется. Вернется, может быть, но какие-то изменения в этом человеке очень серьезные будут. Знаете, как уходил один, возвращается как улучшенная версия. Вот так хочется сказать. Вы тут не пугайтесь сразу. Да, улучшенная версия человека вернется. Это может быть как и мужчина, так и женщина, но вы об этом человеке думаете. Думаете в голове и в сердце держите. Вот как раз-таки летом. Летом, даже здесь не лето, потому что лето вот оно, да. Здесь у нас вот конец весны. Конец весны, человек вернется. Какими-то витиеватыми дорожками, тропками, но вернется. Обязательно вернется. Девочки, кто на расстоянии со своими детьми. Ну, допустим, так случилось, так сложилось, что вы в одном месте проживаете, работаете, а ребеночка, например, передали маме, бабушке, да, чтобы за ребеночком присматривали. Вот у вас идет соединение с вашими детьми. Именно соединение. Мужчины, да, может быть, так случилось, что вы вынуждены в одном месте работать, а ваша семья, жена, дети проживают в другом месте. Вот, летом будет соединение и воссоединение. Так, по поводу финансов. Здесь вот кто-то у меня на финансы хотел очень финансов, причем вы не хотели именно работу, вы хотели решить какие-то свои финансовые вопросы. Смотрите, вопросы ваши решаются благодаря какому-то человеку или из-за какого-то человека. Но у одних отыграется, что вам наследство перепадет, да, от какого-то вашего родственника, который с лихвой покроет все ваши, например, долговые там, обязательства, либо финансовые трудности. А у кого-то отыграется, что человечек выступит вашим спонсором, гарантом и за вас, ну, грубо говоря, заплатит, закроет, поможет вам решить этот вопрос, эту проблему. Это тоже у нас ситуация, где-то конец весны, начало лета идет. Человек. Но вы вот прям не ждете, вам то ли нет кого ждать, то ли вы говорите, ну, всех родственников знаю, все живы-здоровы, либо у родственников самих нету, что же они там не оставят. Но это как-то спонтанно произойдет, неожиданно. Есть человек, о ком вы не знаете, но который знает о вас и который вам, например, оставит. Либо наоборот, знаете, как так окажется, что именно на вас выпадает наследство. То есть там через цепочку там, родственников, кто там достойный, недостойный, пройдется и на вас выпадет. Но вот человек появляется, закроется. Так, мои милые, давайте подведем итог. Перемены вот для кого-то начнутся с конца весны, начала лета, для других же это уже лето, само лето. Цифры, время — это девятки и шестерочки. Обращайте на это внимание. Вот именно эти цифры, эти даты для вас самые благодатные, скажем так. Вам до лета нужно подготовиться и убрать, почистить ненужных людей в своем пространстве и перестать всех вот снабжать своей энергетикой, либо содержать, да, за свой счет. Это обязательное условие для того, чтобы войти, видите, как по ступенчикам войти в эту новую жизнь. Жизнь улучшенную, жизнь полную возможностей, хорошего состояния, хорошего здоровья и прекрасного настроения. У вас есть все шансы поменять свою жизнь. Но пока вас, видите, вот держат и за руки, и за ноги, и вы в скелетика превращаетесь, к сожалению, у вас просто сил не хватит пройти эти ступеньки и выйти на новый уровень. До лета время есть, пожалуйста, занимайтесь. Занимайтесь, и чем серьезнее, тем быстрее и лучше будут у вас результаты. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.